саллаллаху алейхи ва саллям оставил после себя много сподвижников. Да? В хаджи, который прощальный хадж был, и первый хадж для сахабов, там участвовало около 120 тысяч сахабов. И для нас привычная картина — это, значит, Ибн Мас'уд, который основал мадресе Раи. Да? Это мы с вами в эту школу разобрали, мы должны это помнить. Потом, второе, у нас это мадресе хадис, школа хадиса, школа хадиса, во главе которых стоит кто? Ибн Умар, радиаллаху анху, Ибн Умар, Абдулла ибн Умар и Зайд ибн кто? Сабит. Зайд ибн Сабит. Зайд ибн Сабит. И Абдулла ибн Умар. Это два человека основные. Абдулла ибн Умар. Два основных сахабы, которые основали в Медине, школа хадиса — это Медина. А это у нас город кто? Куфа. Город Куфа. Это Медина. И третье, я буду сразу рисую, каждый урок будем рисовать эту картину. Третье — это Абдулла ибн Аббас. Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анхума. Это город какой? Нет, город Мекка. Мы Басру с вами разобрали так просто рядом с Куфой. Город Басру разобрали из-за того, что рядом с Куфой. Это практически тоже недалеко. Это во всем. Но Куфа, так скажем, более-менее по фиху она уже проглотила Басру. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставляет после себя сподвижников. И основные три его сподвижника, скажем, Ибн Мас'уд, который в Куфе дал направление мусульманам в школу Раи. В Медине Зайд ибн Сабит сначала, а потом Абдуллах ибн Умар. Далее направление хадиса. И Ибн Аббас, радиаллаху анхума, в городе Мекке основном, у него была своя школа, которая объединяет вот это Куфу и Медину. Мечеть Абдулла ибн Аббаса в другом месте, там же вроде мадресе тоже. Где? Вот, втором тайфе. Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анху, умирает в Таифе. Умирает в Таифе. Это не означает, что они только в Мекке жили. Они везде жили. Абдулла ибн Аббас и в Куфе был. Когда во время Али, радиаллаху анху, когда был против Муавии, радиаллаху анху, Али вообще сделал столицу мусульманскую на 4 года в город Куфа. Медина, столица перешла в город Куфу, поэтому 4 года Куфа была столицей исламского халифата. Последнее правление, последние 4 года исламского правления праведных халифов, Куфа была столицей мусульман. Но пока мы не будем. Для нас самое главное, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил после себя очень много сподвижников, но основные его сахабы, Ибн Мас'уд, город Куфа превратил в школу Раи. Зайд ибн Сабит сначала, а потом в практике. То есть в знаниях Зайд ибн Сабит знал больше, чем Ибн Умар. В знаниях Зайд ибн Сабит, он был сильнее и намного знатнее, чем Абдулла ибн Умар. Поэтому эта личность нам надо тоже очень хорошо знать. Зайд ибн Сабит. Йемен, да, видно? С Йемена видно? Зайд ибн Сабит? Нет. Зайд ибн Сабит, он мединский. Ансари. Зайд ибн Сабит, он ансари.
а этот Курашит. Это сын Абдуллах ибн Умар. Но для всех, как мы говорили, Омар ибн Хаттаб, второй халиф, и второй человек вообще в исламе после Абу Бакра, ради Аллаху. Да? Для всех них, для Ибн Масуда авторитет был Омар. Для Абдулла ибн Умара его отец был, конечно, авторитет. Да? И для Абдулла ибн Аббас он никогда не выходил из его слов, пока Омар ибн Хаттаб был жив. Для всех, что для Ибн Аббаса, что Абдулла ибн Умар его сын, и также Ибн Масуд, для них всех был авторитет Омар ибн Хаттаб. В период пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы сказали, что небесное, что? Покровительство. Небесный контроль, покровительство. Поэтому во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, теоретически разногласий не было. Практически было. То есть практически было разногласие, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потом кого-то говорил, что он не прав, кому-то говорил, что он прав. Да? Практически какие-то, во время отсутствия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из-за того, что рядом пророка не было, сахабы могли делать ичтихад. Сахабы могли делать, вынести свое решение, но иногда оно было правильным, иногда оно было неправильным. То есть теоретически пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их исправлял посредством чего? Небесного покровительства. Что такое небесное покровительство? Небесный контроль. Небесный контроль — это что Аллах Субхану ва Тааля сам контролировал и жизнь, и религию ислам. То есть отвечал, здесь можно, здесь нельзя. Это его сын, это не его сын. Она изменила мужу, она не изменила мужу. Сразу с небес приходил ответ, и поэтому легко было жить. Когда полностью что? Было полностью контроль Аллаха Субхану ва Тааля через пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и вот эта связь с Аллахом была через него. Но если чуть-чуть мы отделимся от нашей темы, сравним небесное покровительство, если разберем пророка Мухаммада и небесное покровительство пророка Мусы, в чем отличие есть или нет? Муса алейхиссалям. Есть в чем? Непосредственно общение. У Мусы, да, у Мусы был прямой разговор с Аллахом, что не было дано. Да, насчет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть разногласия. Он видел ли Аллаха, то есть разговаривал, например, есть разногласия. Но насчет Мусы разногласий нет. Но небесное покровительство, то, что сделано было Мусу и его народу, и небесное покровительство, то, что сделано было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, отличается тем, что небесное покровительство, небесный контроль, народу Мусы, Бану Исраиль, да? Еврейскому народу, или Бану Исраиль, был в житейских делах. А Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, был в шариатских делах. А в житейских, ну, скажем, редко. Не так часто. А Муса алейхиссалям наоборот, в шариатских делах Таврат был ниспослан как? Один раз. Хоп, вот весь Таврат готов. Весь Таврат, то есть и все книги, небесные книги были ниспосланы за один раз. Коран ниспосылался по разным ситуациям или по разным случаям в жизни. Поэтому небесное покровительство со стороны шариата пророка Муса алейхиссалям был он постоянный. А к Мусе алейхиссалям он был какой? Разовый. По отношению к Корану и Таврату. Да, были, конечно, там вопросы, когда Муса обращался к Аллаху, но это уже не так часто, как это шариатский вопрос пророка Мухаммада. Но в житейских вопросах небесное покровительство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, было
намного реже, чем к Мусе. То есть Аллах Субхану ва Тааля оставлял пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям решать проблему самому. Бадр решать надо было самому. Там надо было решать самому. Хандак надо было рыть ров самому. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям жил как обычный человек. И никаких там резких небесных чудес, как было это предоставлено к Мусе, такого не было. К Мусе с первого дня его, как он только народ свой увел, что Аллах Субхану ва Тааля раскрыл им море. Они же вручную не копали море, как это сделал пророк при Хандаке, да? Как только пересекли это море, как только пересекли море, им предоставлено было очень много чудес, очень много таких небесного покровительства, что потом к чему это привело? Манна небесная падает, еда падает, родники Аллах Субхану ва Тааля им, где захотели, там родники Аллах Субхану ва Тааля дал. То есть очень много таких, скажем, что жизненных или житейских вопросов решал Аллах Субхану ва Тааля им не то что сразу, а часто и жизненные, бытовые вопросы народу Мусы, алейхиссалям, было очень много решено через небесный контроль. И в конечном счете они что сказали? Когда надо было зайти в Иерусалим, они сказали: «Изхаб анта ва раббука», как ты там море открыл, как ты там родники пробил, как нам там другие чудеса падали, да? И даже Аллах Субхану ва Тааля поднял один раз над ним гору и сказал: или примите ислам, или подчинитесь, или гора свалится на них. То есть постоянно были такие, что чудеса через все, они жили в чудесах, и ответ такой был, когда уже вопрос стал уже решать, надо зайти в Иерусалим, они сказали: ну идите вы со своим Аллахом там, решите все вопросы, а потом мы зайдем. Вот этот был их ответ. Почему? Потому что в житейских вопросах Муса, алейхиссалям, его народ. А к сахабам такого не было. Сахабы, они жили обычной, так скажем, человеческой жизнью. И очень в редких случаях только небесное покровительство было. Приведем пример. Когда Аллах Субхану ва Тааля напрямую уже, напрямую, так скажем, через какое-то чудо, или показывая им чудо, Аллах Субхану ва Тааля уже вмешался в жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда еда не заканчивалась в котелке. Ну, еда это не жизненно важно. Луна. А? То, что Ангелы прибадри. Это раз. Луна, которая стоит. Луна мушрикам он чудеса показал. То есть прямое участие, то скажем, в виде чудес было тогда, когда Иблис сам вмешался уже в жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. При Бадре. Когда уже Иблис сам... Что? Здесь Иблис, если был на стороне курайшитов, в роли этого шейха, вроде бы, Иблис уже сам вел мушриков к Бадру. Сам, и когда он сказал в Коране: «Инни арама ля таравна, инни ахафуллах, инни барию минкум, инни арама ля таравна, инни ахафуллах». Да, когда уже Иблис уже видел ангелов, все, я говорю: я вижу то, чего вы не видите, я боюсь Аллаха, и взял свалил. Да, все, понятно. Это уже первый Бадр был. Когда хотели убить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сам Иблис пришел и посоветовал шейха из Наджда, старика из Наджда, и посоветовал, что если бы пророк убил какой-нибудь народ или какое-нибудь племя, то хашимиты отомстили бы. И никакое племя, оно или народ, или клан, он не осмеливался убить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А Иблис, когда пришел уже на этот совет, он сказал: возьмите по одному молодому парню из каждого племени, и пусть они все залпом нападут на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда хашимиты, то есть род пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не смогут уже воевать против всех племен. То есть здесь уже что? Вмешался опять Иблис. Сам вмешался Иблис, и Аллах Субхану ва Тааля усыпил этих уже молодых ребят. Да? Уже было применено уже другое чудо.
Когда камень на него еще хотели скинуть. Сураката ибн Халид или мечестяну хотели на него скинуть? Ну, нет, вроде бы, когда он, или Абу-Ляхаб, или кто-то сказал, что я камень подниму, ему голову разобью. И тигры там, или какое-то животное увидел. Нет, это уже потом. Это его сыновья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда его дочь обидели, и две дочери обидели, они были замужем. Дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Кульсом и Рукая были замужем за сыновьями Абу-Ляхаба. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришло пророчество, Абу-Ляхаб стал его врагом, он сказал своим сыновьям, чтобы они издеваясь над дочерьми пророка, саллаллаху алейхи вассалям, выгнали их. То есть своих жен, они были женами сыновей Абу-Ляхаба. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа, что «Арсель кельба мин киляби», Аллах отправь им хищника из твоих хищников. И тогда один из сыновей, когда спал Абу-Ляхаб уже в пути, по торговле, этот лев, ну лев они говорят любому такому, может это был гепард, может леопард, может лев, вынюхивал именно, искал. Мы, говорит, спали, он всех нас обнюхал, и когда уже дошел до сына Абу-Ляхаба, он его съел. Да, то есть первый случай можно внести, как Иблис вмешался. Другой вопрос в фихе. Иблис может зайти разве в Мекку? А как мы с одной стороны говорим, что Иблис пришел, а в Мекку Иблис может заходить? Да. Да. А мы говорим, Мекка защищенный город. Аминь. Мекка защищенный город от Даджаля, но это не от Иблиса. Иблис может заходить в Мекку. Также он пришел и в харам зашел во времена еще, когда Ибрахим, алейхиссалям, вел своего сына Исмаиля, и где мы бросаем около Мекки, это тоже территория харама. И там тоже Иблис пришел. То есть запрета Иблису от харама нету, запрет от Даджаля есть. А то иногда мы рассказываем, и нас могут так запутать. Вы говорите здесь одно, там говорите другое, что-то вы друг другу противоречите. Нет в исламе никаких противоречий, но все есть ответ. Иблис спокойно. Он всегда в Мекке или нет? Нет, у него есть свой трон. Там. Мекка и Медина защищены ангелами от Даджаля. Даджал не сможет туда зайти. Ни в Мекку, ни в Медину. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи во времена, когда было первое покровительство Аллаха субхану ва тааля, одно из этих, когда сам Иблис хотел уже выступить против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда Аллах субхану ва тааля тоже выступил напрямую, защитил его. Один из моментов, когда Суракату ибн Малик, один из лучших следопытов, когда уже догнал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакра, когда у них уже других выходов не было от этого специалиста, он настоящий специалист, выследил все-таки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и когда уже приближался к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, у него коня полностью ноги ушли в землю, в песок. И он сказал: «О, Мухаммад, это твои дела, говорит, дай мне выкарабкаться от этого, и я говорю, я тебя не трону». И тогда уже сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, придет время, и ты оденешь, говорит, корону Персии. Это то же самое, что для нас в наше время скажет, ты будешь сидеть там на кресле Байдена в Вашингтоне, там, будешь там сидеть и на его кресле смотреть на его фотографию кого-нибудь. То же самое, абсолютно, потому что Персия на то время это была самая сильная империя, которая разбомбила полностью Римскую империю. Войско не Римскую империю, а войско Римской империи. Они победили римлян. Это был как раз тот период. А потом уже римляне обратно победили. Но тоже, и ему говорят, что пророк саллаллаху скоро оденешь, говорит, корону этого Персидской империи. Это тоже один случай. Еще один случай можно, когда на самом деле уже никаких шансов не было у пророка саллаллаху. Это когда пророк саллаллаху спал, и один пришел, украл меч пророка саллаллаху, поднял над пророком и сказал, кто тебя защитит. И пророк, саллаллаху сказал: Аллах. У него руки и ноги задрожали, меч упал. И пророк, саллаллаху поднял меч: а сейчас тебя кто защитит? То есть, когда была прямая угроза уже, то есть никто не мог уже
так скажем, естественным или природными законами никак уже невозможно было защитить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тогда Аллах субхану ва тааля здесь было уже небесное. В пещере прятали шум. Ну, в пещере, когда уже, как были они ослеплены, не видели. И то, что Аллах субхану паутинка. Но это хадис даиф, но все равно сира. Вообще сира, если по фикам, по правилам фика смотреть, на 70% там слабый хадис. Вот это про пауков, что ли? Да, про паука тоже слабый. Там голубь, Да. по-моему, А? голубь. То, что голубь нет, именно то, что паук, это то, что, да. Голубь, слоецкие яички, это уже. Да. А то, что вот паутина, да, и они уже посмотрели, паутина не тронута, и они уже. Это тоже было бы небесное покровительство, которое уже пророк саллаллаху алейхи вассалям. Да? Поэтому, как мы видим, но в остальных случаях, естественных случаях, никакого такого чудесного образа не было. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям и его щит, не щит, а вот от шлема железяка зашла в его щеку, что один из сахабов хотел выдернуть зубами, передние зубы 2 сломал. Он также и воевал, и страдал, и холод видел, и голод видел. То есть со всеми людьми он наряду с ними находился в качестве обычного человека. Вот то, что мы... Это что дает? Какой плод дал? То, что мало небесного покровительства в житейских вопросах, но только в шариатских постоянно. То, что сахабы были воспитаны как? Приучены к обычно без никаких-то чудес. Без никаких-то чудес, чтобы они не лежали, а за них там ангелы воюют и все, такого не было. Отошли от темы. Отошли с вами от темы. Сейчас мы обратно возвращаемся к нашим школам. Мы с вами разобрали мадраса Тура. Мы еще придем, потому что до 10, наверное, ученых надо будет нам собрать мадраса Тура. И мы с вами сказали, что Абдуллах ибн Умар. Почему больше Абдуллах ибн Умар? Хотя Зайд ибн Сабит считается более знатным. Но Абдуллах ибн Умар в практике, и из-за того, что его ученики и его сын, также Салим, его мауля Нафи, Салим, его сын Салим, его слуга Нафи, они очень много оставили после себя учеников, что они всегда ссылались на кого? На Ибн Умара. От Нафи брал знание кто? Имам Малик. Вот мы пришли к маликитскому масхабу. И мы сказали, что Малик от Нафи, от Абдуллах ибн Умар, какой хадис называется? Золотой хадис, золотая цепочка. Самый правильный, или одно из самых правильных, что имам Малик, когда передает от Нафи, слуги ибн Умара, от Абдуллах ибн Умара, это является золотой иснад. Что самой сильной цепочки или более сильного хадиса не существует. И также Аз-Зухри, имам Зухри, имам Зухри, Зухри, от Салим, от своего отца, от Абдуллаха ибн Умар, является что? Самая правильная цепочка хадиса. То есть самая правильная цепочка хадиса Аз-Зухри ан Салим ан Абдуллаха ибн Умар или ан Абихи. Аз-Зухри ан Салим ан Абихи. Зухри от Салима, от своего отца, это самый правильный хадис. Малик от Нафи от Абдуллаха ибн Умар, золотой хадис. Что сильнее или правильный хадиса не бывает. Поэтому хадис в науке хадиса
вот эти цепочки, они все принадлежат к какому? Мединской школе. Мединской школе. Поэтому вот это мусульмане мы должны знать эти цепочки. Если кто-то говорит, что нет, это все тяжело, где смерть Кощея мы знаем, да? На каком-то там острове, на каком-то дереве, на этом дереве сундучок, на этом сундучке утка, на утке там яйцо, и в яйцо есть иголка, и в иголке надо сломать иголку. И мы знаем, что там Кощей умрет. Эту цепочку можно сразу там по 5, по 6 этих. Мы знаем, где смерть Кощея, но не знаем, где у нас самый правильный хадис. Да? К сожалению. Хазрат Имам Малик, какой год жил он? Иншалла, мы до него дойдем. Он 93 по 179 год. От Нафи умирает в 117 году по хиджре. Абдулла ибн Умар по 73 год по хиджре умирает. Иншалла, и вот эту школу, Это в тот раз 94 говорил. Да, есть разногласия в этом. То ли 93, то ли 94. Или 93, или 94. Малик. Потом Малик становится кем? Носителем вот этой школы. Носителем школы хадис. Имам Малик. Имам Малик 21 год уже давал фетвы в Медине. После того, как дали ему разрешение 70 ученых города Медины. Представляете, ему было 21 год. И после того, как дали ему разрешение 70 ученых города Медины, он уже стал шейхом. И про него пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, потому что другого человека нет. Придет, говорит, скоро придет такое время, что люди, говорят, будут снаряжать свои верблюды в поиске знаний, но они никого не найдут более знатного, чем ученого из Медины. И это касается только Малика. Потому что до него, мы сейчас разбираем, ученых-то было много. И когда если человек приезжал в Медину, у него было кто? Первый. Давай, кто? Нет, Саид ибн Мусаиб. Мы с вами уже взяли про него. Саид ибн Мусаиб. Фукахау Саба разбираем, да? Второй. Ибн Шуайб Зухри. Нет. Рабиатур Ра еще я на второе место его не поставил. Урват ибн Зубайр. Урват ибн Зубайр. Сейчас мы про него начнем говорить. Саид ибн Мусаиб. Про него мы с вами говорили на прошлом уроке. На нем мы и остановились. Это человек номер один. После кого? После Абдулла ибн Умар. Или после сахабов. Скажем, после сахабов. Зайд ибн Сабит, Абдулла ибн Умар, как только они оставляют после. Он родился в каком году? В 15 году по хиджре. Умер? В 94. 94 год. Вот этот 94 год, он будет очень много. Урват ибн Зубайр тоже умер в 94 году. Это вообще вот 90, Саид ибн Джубайр тоже умер в 94 году. 94 год называется Санат аль-Фукаха. Год ученых. Потому что там очень много умерло. Таких больших ученых. 94 год. И поэтому некоторые говорят, что имам Малик родился в 94-м, а не в 93-м. Некоторые говорят, что имам Малик родился в 93-м. Но потому что таких по поводу рождения не было у них точных, только знают год, в основном год смерти, потому что после того, как они становились большими учеными, это уже все прекрасно знали. А как кто родился, когда родился, еще до конца какие-то детали могли не узнать. Еще раз заново. Мадраса хадиса, школа хадиса.
основываются по авторитету, по знаниям Зайд ибн Сабит. Но в практике Абдуллах ибн Умар. Эти два человека Медину превратили, или в основном стали причиной возникновения очень много ученых, которые знания брали не только у них, у всех они брали, но в основном на них ссылались. Зайд ибн Сабит, Абдуллах ибн Умар. Медину, после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине было 10 тысяч сахабов. 10 тысяч сахабов. После смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине было 10 тысяч сахабов. И Медина, она жила в основном своей жизнью, как при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И таких резких изменений там не было. И поэтому такие люди, как Абдуллах ибн Умар, Абдуллах или Зайд ибн Сабит, не любили, когда в Медину приходили с разными глупыми вопросами или с теми вопросами, которых в этом городе нет. Даже имам Малик, почти уже через 100 лет, да? Через 100 лет, когда один человек пришел в город пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снял с себя одежду и постелил перед собой, он сказал, что за бидат такой? Имам Малик. Вот это их дух, так скажем, да, Абдуллах ибн Умара, Зайд ибн Сабита, что в Медину не должно заходить какие-то новые движения или новые какие-то порядки, новые какие-то обычаи. И во времена, почти через 100 лет, во времена имама Малика, когда человек приходит и стелит с собой, у них в Медине не было такого, чтобы человек взял себе одежду и постелил перед собой, он говорит, что за беда такое? Что за новшество, говорит, в Медине, пророк. Они не любили какие-то левые движения или непонятные какие-то, да, непонятные движения в городе. И вот этот дух Медины, он сохранялся тем, что не задавались лишние вопросы или не делались какие-то лишние движения. Это как архив, вот как база данных, город Медина, архив, база данных, которые не любят какие-то новшества. Напротив этого, Куфа, наоборот, придумывает, Абу Ханифа придумывает разные вопросы, которых не было еще, может, будет или нет. И он вводит другую систему обучения. Если имам Малик, Абдуллах ибн Умар, или Нафи, или Саид ибн Мусаиб, они сами только давали уроки, а Абу Ханифа, он учит по другой системе. Он задает вопрос своим ученикам, чтобы они приходили с ответами на следующий урок. И могли на одном вопросе стоять или обсуждать один вопрос, а не целый месяц. И Абу Ханифа выслушивал разные мнения разных мухаддисов, факихов, языковедов и других. И после всего у них как это было, как совет. У Абу Ханифа не то, что Абу Ханифа сам в основном говорил. Сначала выслушивал, а потом уже говорил свое мнение, и потом приходили к какому-то мнению. Или одному из них, или мнение Абу Ханифа. Это у них было наподобие совещания. Когда даже учителю Шафии Вакия такой был, знаете, да, такой Вакия, когда Шафии не мог, у него пропал дар учить быстро. Шакауту иля Вакия суа хифзи, ваусани иля тарки мааси. Это стих, да, это имам Шафии. Жаловался он своему учителю, что он потерял дар учить, заучивать. Имам Шафии закрывал одну страницу, смотрел, читал, и он уже зубрил. Потом закрывал, читал, он уже запоминал за один раз. Но в одно время вот этот дар у него пропал. И пожаловался он своему учителю Вакия, и он сказал: «Аусани я тарки мааси», оставь, говорит, какие-то грехи. «Фаинна ля-илма мин Аллахи нурун, фаинна нур Аллахи ля юхтаху ля-аси». Поистине, говорит, знание от Аллаха это свет, а свет Аллаха не даруется грешникам. Имам Шафии посмотрел, говорит, на стопу женщины на базаре. А мы на что смотрим?
Вот этот Ваки, учитель Шафии, когда ему сказали «Ахтаа Абу Ханифа», кто-то один из этих сказал, Абу Ханифа ошибся. Кто-то сказал Ваки. Имам Ваки сказал, как может Ахта Абу Ханифа, если, говорит, рядом с ним был Абу Юсуф, Мухаммад Хасан Шейбани и другие ученые, каждый из них. Если ты сказал, что ошибся Абу Ханифа, всех этих людей надо сказать, что они ошиблись. Имам Шафи сам говорит, что я, говорит, от ученика Абу Ханифы Мухаммад Хасан Шейбани я знал столько знаний, я взял столько знаний, что если бы написать это в книге, нужно было несколько верблюдов, чтобы говорит, могли мы загрузить на эти верблюды. Мухаммад Хасан Шейбани. Имам Шафи у него учился. И имам Шафи говорит, что когда Мухаммад Хасан Шейбани давал, говорит, тафсир Корана, кто не знает, говорит, если бы, кто не знает об исламе или только пришел в ислам, он подумает, что Коран был ниспослан, говорит, Мухаммад Хасан Шейбани. Не пророка Мухаммада, а к нему. Это слова имам Шафи. То есть он так, говорит, объяснял Коран, так давал тафсир Корана, что кто, если бы только что пришедший в ислам человек или вообще не понимающий об исламе человек, он бы подумал, что Коран был ниспослан Мухаммаду Хасан Шейбани. Это его слова имам Шафи. Разницу увидели, да? Разница в том, что Абу Ханифа в Куфе на основе совещания ведет уроки, а Мединская школа, она говорит имам Малик, все остальные молчат. Если имам Малик того Малик фи Мадина, фетву не дает, пока Малик в Медине. Никто не говорит. И попробуй там что-нибудь только не так посмотреть. Если даже задавали какие-то левые вопросы, у имама Малика были люди, которые выносили его и больше не возвращался. На уроке его не видели. А вопросы были такие. Ну, может, и были и провоцирующие эти. Я решил эти вопросы постараюсь найти. Такие вроде бы и безобидные были. Но кто-то хотел просто копать, вот, и такие какие-то детали или к чему-то это было сказано, и мама говорит, уберите его отсюда. А Абу Ханифа наоборот поощрял таких. Вот разница школ, да? Поняли? Поэтому их называется рай, а это называется мадрасатуль хадис. Они не любят, когда задают лишнее что-то. А они сами себя так называли? Они на себя так называют. Они друг друга так называют. Они говорят ахлю рай. Поэтому Ахмад ибн Ханбаль говорит, между нами он себя считал кем? Из этой школы. Хотя жил в Багдаде, он в Медине не жил. Багдад он считал себя из Ахль-Хадис. Мадрасе школа. Мы, говорит, ненавидели, говорит, Ахль-Рак, и они нас ненавидели, говорит, пока к нам не пришел Шафий, имам Шафи, и объединил нас всех. Это не означает, что он сам ненавидит. Он сам является учеником кого? Мухаммада Хасана Шейбани, Ахмад ибн Хамбаль. Он является учеником Абу Юсуфа. Вообще Ахмад ибн Хамбаль первые свои знания брал Абу Юсуфа, об ученика Абу Ханифа. Ахмад ибн Хамбаль брал знания у Мухаммада Хасана Шейбани. Потом он брал знания у имам Шафи. А имам Шафи брал у Мухаммада Хасана Шейбани. И все заплетается. Чуть-чуть отвлеклись, да, опять? А Шафи, он какой относится, идем посередине? Имам Шафи считается, он иншаллах это. Потому что, когда, иншаллах, мы когда к нему дойдем, он вообще обучался у имама Малика. Вообще обучался он вначале в Мекке. Брал школу Ибн Аббаса. Когда ему было 15 или 16 лет, он уезжает к имаму Малику. Там получается обучается, из рода Мекки, получается, Шафи? Он из Газы. А, из Газы? Имам Шафи, он из Газы, из Палестины. Но он кураши. Он
имам Шафи встречается с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Есть был такой Мутталиб, да, и Абдуль Мутталиб, дед пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Дед пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это его прозвище. А это его дядя. Хашим, а это его дядя. То есть, и когда находился он со своим дядей по отцу, да, они думали, что он его раб. Люди. И прозвали деда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, кем? Абдуль-Мутталибом. Имам Шафи именно идет по этому роду. То есть он встречается с Хашимом вот здесь, с пророком, саллаллаху алейхи, а здесь род пророк, саллаллаху алейхи. Поэтому имам Шафи Курашит, он родился в Газе, 2 года мать его увозит в Мекку, он в Мекке обучается, как в Мекке обучается, потом обучается у имама Малика, берет, за 40 дней выучивает его книгу, за 40 дней. Имам Малик ему сказал, я 40 лет тут написал книгу, ты его за 40 дней выучил. Становится одним из лучших его учеников. А потом, после смерти имама Малика, он обратно уезжает в Мекку. В Мекке из-за его знаний некоторые завистливые люди написали то, что он собирается делать революцию в Мекку. Его увозят на смертную казнь в Багдад, уже на смертную казнь имам Шафи. Мухаммад бин Хасан Шейбани хотел поговорить с ним, и когда с ним поговорил, 2 ученых друг друга сразу поняли. А на то время Мухаммад Хасан Шейбани после Абу Юсуфа был главный судья, Кадыр Куда, верховный судья. Поэтому верховный судья отменил казнь имама Шафии. Некоторые табакат говорят даже то, что он женился на его матери, то есть приемный отец. Но это мало кто говорит. Но в любом случае Мухаммад Хасан Шейбани, потом имам Шафии учится у Мухаммада Хасана Шейбани, у него учится и остается в Багдаде. И первый шафиитский мазхаб был практически такой же, как ханафитский. Потом уже последние годы по своей жизни Мухаммад Хасан Шейбани, имам Шафии уезжает в Египет. А в Египте какой маликитский мазхаб? Маликитский мазхаб плюс мазхаб ляйс. Есть еще ляйс, иншаллах, мы тоже его возьмем. Мазхаб ляйс. Это тоже современники имама Малика, они постоянно между собой тоже очень много споров есть. И ляйс был знатнее, чем имам Шафии говорит, что ляйс был знатнее, чем имам Малик. Афках. Кого не смотри, все один круче другого, да? А ляйс был... На то время в Египте был уже ученик имама Малика в Египте Абдурахман ибн Касим. Абдурахман ибн Касим, ибн Касим. Абдурахман ибн Касим. На то время в Египте. И когда имам Шафии переехал в Египет, у него обосновался другой мазхаб, шафиитский, новый шафиитский мазхаб. И на этом он умер. Поэтому у шафиитского мазхаба есть 2 периода, 2 мазхаба. Старый мазхаб, который был похож на ханафитский, и в Египте новый мазхаб. И шафиитский мазхаб живет, когда говорит сейчас про современный шафиитский мазхаб, это новый египетский шафиитский мазхаб. Все, нормально, не потерялись? Понятно? Да. И еще один такой книга есть, имам Малик Муатта, да? Муатта, его книга. Но самая популярная книга после Муатта в маликитском мазхабе Мудаввана. Мудаввана. Это книга номер 2 вообще. Или практически его наизусть учат. Эта книга была чуть ли не потеряна. В 599 году, когда в Андалусии, в Египте, в Андалусии, в Испании распространился захирийский мазхаб, это был противник маликитского мазхаба. И один из правителей Андалусии перебрался тоже в Марокко, в Магриб, и полностью или уничтожал все маликитские книги.
Этот Мудаввана, она полностью была уничтожена. Мудаввана это книга, то есть вторая книга маликийского масхаба на то время была уничтожена в Магрибе. И когда этот правитель Захиритский умер, и их вот правление ушло, этой книги не могли найти. Но были старые старики, которые в детстве заучивали это Мудаввана. И один из них, Абуль-Хусейн Али ибн Ишрин, наизусть полностью пересказал эту книгу и взяли, составили эту книгу. Шеститомник, 6 томах. 6 томах, Мудаввана, полностью. И в одной деревне потом нашли оригинал этой книги, который сохранился 100 лет тому назад, то есть когда люди, то есть почти уже целый век, как говорится, они правили 90 лет где-то. То есть когда нашли оригинал этой книги Мудаввана, и то, что вот сравнили с тем, что Абуль-Хасан Али ибн Ишрин, там была разница между вау и фа. Как в русском языке не опять, то снова, да? Как мы говорим, не опять, так снова. Вот только между фа и ва были разницы, говорят. Больше никакой разницы не было. Вот такая была один в один. Это есть американский фильм, Илья, по-моему, называется, да? Книга Илья такой. Книга Илая. Илая, да? Книга Илая тоже один, который наизусть полностью восстановил. Но на самом деле с Библией такого не сделает, если такое произойдет. Но вот с Мудаввана это произошло. С Мудаввана это книга. Это чисто научная книга? А? Это чисто научная книга? Это по фиху маликийского масхаба. С Мудаввана. А Мудаввана, чтобы написать, это тоже очень интересно произошло, если книгу Мудаввана разбирать. Когда был ученик Асад ибн Фурат. Асад ибн Фурат. Асади. Один из учеников, Асад ибн Фурат, учился у имама Малика. Но он новичок был. Как мы знаем, имам Малик не любил, когда ему задают очень много вопросов. Да? Мы к этому должны уже привыкать с вами. Да? Его ученики подставили этого Асада ибн Фурата, новичка. Они задавали постоянно его, что? Через него вопросы? Да, через него вопросы. Те студенты, которые хотели свои вопросы, через него отправляют, и с этими вопросами он допросился. Имам Малик говорит, если ты хочешь, говорит, найти свои ответы на эти вопросы, езжай, говорит, в Ирак, к ханафитам. То есть у меня ты их не получишь. Асад ибн Фурат на самом деле так и сделал, взял и уехал в Ирак. Обучился у Мухаммада Хасана Шайбани, и после их смерти переехал, как имам Шафии, переехал куда? В Египет. И хотел написать по маликийскому масхабу свою книгу. Написал Асадия. Книгу, как его так и зовут, да? Асадия. Книгу написал Асадия. Абдурахман ибн Касим, который учился у имама Малика 20 лет, это был авторитет, как бы основа, да, после смерти имама Малика. Был такой ученый, один из великих ученых маликийского масхаба, Сухнун, пожаловался Абдурахман ибн Касиму, что Асад ибн Фурат, заханафился. То есть маликийский масхаб у него не осталось. У него полностью что? От маликийского масхаба он превратился в ханафитский. И то, что книгу Асадия, которую он написал и преподносит как маликийский масхаб, это на самом деле какой? Ханафитский. И сказал, чтобы они уничтожили эту книгу. И с Абдурахман ибн Касиму из-за вот этой книги Сухнун написал книгу Мудаввана. Вот, которая потом была чуть ли не утрачена. И она считается в маликийском масхабе книга номер 2 после Муатта. Но Муатта это как бы источник только, а полностью это Мудаввана считает, что книга номер 1.
Они отрицали вообще ханафитский мазхаб? Нет, не то, что отрицали, они считали, что... Ошибок много было, да? Не то, что ошибок. Они не были согласны с этими мнениями. У них была своя точка зрения. И вот эта книга Сухнун потом и написал. Поэтому при составлении этой книги участвовали 3 человека. Это был Сухнун, это был Абдурахман ибн Касим и вот Асад ибн Фурат, которого подставили. Поэтому Асад ибн Фурат считается, хотя он маликитом себя считал, но его сказали, что он уже Никто из халифов не взял на себя ответственность объединить все мазхабы, если такая фитна постоянно творилась из-за этого. Это не фитна. Почему это? Там убивали там, из Испании, из Кордовского халифата, захватывали египетские, убивали там маликитских. Здесь тоже нет, то, что убивали, они и так убивают, и без этого убивают. Здесь мазхаб вообще ни при чем. Во-первых, эти разногласия были и при сахабах. Да? При сахабах. Все вот эти разногласия, они были при сахабах. И никто бы и не смог бы их объединить. И чтобы объединить этих людей, невозможно так же, как не было невозможно самых лучших людей на свете, это сахабы. Прийти к одному мнению или сделать всех одного мнения невозможно. И если сказать, что давайте только жить по Корану и Сунне. Аль-Коран и Сунна. Хорошо. Давайте мы тогда оставим ханафитских этих, ладно, фантазеров, да? Ладно, пусть они со своими там нереальными вопросами, пусть нас не мучают. То тогда почему Ахлюль хадис, между ними было очень много разногласий. Между имам Малик и Ахмад ибн Ханбаль. Этот миллион хадисов знает. Имам Малик немало хадисов знает, которого видел там очень полно. Почему между ними очень много так разногласий? Что Ахмад ибн Ханбаль в некоторых своих разделах целого фиха полностью совпадает с ханафитскими, как Бабу Риба, например. Бабу Риба, Бабу Тахара, он с ханафитами. Ахлюль хадис, но он полностью ханафит. И давайте найдем мы такого человека, который знает миллион хадисов наизусть. И если бы был бы другой человек, который знал бы столько же хадисов наизусть, между ними обязательно было бы очень много разногласий. Потому что одними хадисами или одним Кораном Аллах Субхану ва Тааля не сделал нашу жизнь как жизнь марионеток, которые живут по одному шаблону или в каком-то заводе работают как автомат. Жизнь у нас очень разнообразная, жизнь разных цивилизаций, разных народов, разных мышлений, разных, мы вообще все разные. Да моча у нас у всех разная. Да, все разное у нас. Поэтому делать разногласий или войн, как говорится, или чего-то там, распи разные, да? Дело не в мазхабах, не в Коране, не в Сунне, а дело в отношении, в ахляке. Вот этот, я вам, Асад ибн Фурат и Ляйс, вот, Аль-Ляйс, сколько у них было споров между собой. Но имам Малик был бедный, Аль-Ляйс был богатый. И когда Малику нужны были деньги, он писал письмо, надо было дочку выдать замуж, имам Малик обращается к нему, отправить деньги, он с удовольствием отправляет деньги. У них была такая любовь друг к другу, что между братьями такого не было. А по фикху у них, да, очень много такие письма, они друг друга объясняют. Для них фикх это была наука, и споры это были не то, что задавить кого-то и показать, что ты прав, а это было развитие мышления. Развитие мышления и найти правильное решение, да, там или у себя. Обмен опытом, мнениями. Да. У них не было таких этих. Чуть что, какие-то проблемы, финансовые проблемы, имам Хам обращается к тому, с кем он спорит постоянно. Или письма рассылает. Не кому-то другому мединю, не какому-то халифу или там или что-то. Деньги нужны, он опять-таки своему любимому брату Ляйсу пишет. Ладно, мы, иншаллах, у нас время есть, нет? Отвлеклись чуть-чуть, да?
Саид ибн Мусаиб. Мы никак не можем до Фукахау Саба закончить. Саид ибн Мусаиб. Я на том уроке ошибся в одном моменте. Ну, вернее, не повторил. И то, что преподавал 15 лет тому назад, последний раз я преподавал это в 9 году, а сейчас у нас 24-й, почти уже 15 лет, поэтому ошибся в одном моменте. Саид ибн Мусаиб, это у него жена. Жена. Кто? Это дочь. Кого? Абу Хурайры. Абу Хурайра. Я сказал, что вот эта дочь Абу Хурайры просил дочь халифа. Это ошибка. Это ошибка. На самом деле дочь не Абу Хурайры, Абдуль-Малик ибн Марван. Малик ибн Марван просил для своего сына Валида дочь Саид ибн Мусаиб. Внучку, получается, Абу Хурайры. Понятно? Не дочку, а внучку. Вот этот момент я допустил ошибку. То есть дочку ибн Мусаиба. Не зять он Абу Хурайры, да? Он зять. Но я на том уроке сказал, что один из халифов или Вали аль-Мадины хотел взять дочь Абу Хурайры, сказал. На самом деле не дочь Абу Хурайры, а дочь, их общая дочь. Дочь Саид ибн Мусаиба. Дочь Саид ибн Мусаиба. А от Абу Хурайры никто дочку не уводил. Да? То есть Абу Хурайра, радиаллаху анху, дал свою дочь за Саида ибн Мусаиба. И у них была дочь. Вот эту дочку, Саида ибн Мусаиба уже, Абдуль-Малик ибн Марван попросил для своего сына Валида. Он был уже кто? Валира, принц, то есть будущий халиф. И Саид ибн Мусаиб свою дочку, пока посол дошел до Дамаска, пока обратно не пришел, он выдает свою дочь за своего ученика. За одного своего бедного ученика даже одолжил ему 2 дирхама, чтобы он мог дать махр, чтобы он женился на его дочери. Можно, да? У этого ученика умерла жена, и он потерял его на месяц от своих уроков, и когда ученик его пришел, говорит, где у меня, говорит, умерла жена, и не было, говорит, заболела, потом умерла, и некому было ее смотреть, и тогда, говорит, давай бери мою дочь, и он за своего лучшего ученика отдал свою дочь. На это что Абдуль-Малик ибн Марван очень сильно обиделся, вызывает Саида ибн Мусаиба в Дамаск. Я тебя посажу, говорит. Ученик вот этот Кия уже, его ученик, рядом же с ним едет туда, в халифу. И говорит, что забирайте меня вместо моего тестя. Сажайте меня в тюрьму. Вот. Абдуль-Малик ибн Марван сказал, на самом деле твой сын, твой зять лучше, чем мой сын. Он полностью защитил своего тестя. И у меня, говорит, условия, Саид ибн Мусаиб, я отпущу тебя обратно, говорит, просто обучи моего сына, говорит, знаниям. А Саид ибн Мусаиб сказал, что в Дамаске очень много знающих и без меня ученых, которые могут твоего сына обучить. Ну тогда давай, говорит, мы соберем их и останься в Дамаске, мы хотим сделать халяка, то есть собрание ученых, пока ты здесь. А Саид ибн Мусаиб, моего зятя, говорит, только отпусти, моя дочка, говорит, там одна, один из нас хотя бы пусть едет обратно в Медину, чтобы дочка ничего не нуждалась. И потом ученика его зятя отправляет обратно, Саид ибн Мусаиб остался. Абдуль-Малик ибн Марван, халиф того времени, он являлся один из знатных людей Медины.
То есть он сам тоже выходец из Медины, Абу Умайя же. И считался, что один из самых знатных факихов наряду с этими факихами. Вот такой был халиф. Ученый. Ученый. Это Амияд, да? Амияд, да. Абдуль-Малик ибн Марван. И некоторые сказали, что вообще, если Медину разобрать на 4 человека, это был Саид ибн Мусайиб, Урват ибн Зубайр, Абдуль-Малик ибн Марван. Один из самых лучших ученых, которые. Хотя он был тоже халиф. Саид ибн Мусайиб, его дед Хазм, сахаби. Его дед пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, и Хазм это тяжелый, переводится, как печальный, тяжелый. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, поменяй свое имя, баль анта сахль. Ты легкий, а не тяжелый. И вот этот его дед Хазм, он говорит, я не изменю то имя, которое дали мне мои родители. Отказался от слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Саид ибн Мусайиб, его внук, да, говорит, то, что мой дедушка, говорит, не принял совет пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в нашей семье всегда были, говорит, тяжелые ситуации и печаль. Все-таки поэтому имя, понятно говорит, что и семена уштраких, да, имя, если плохое имя, оно все равно дает, влияет на одно из доказательств того, что. Ну, Мусайиб, понятно, да? Ибн Мусайиб, у него был Баятур Ридван с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк совершал умру в Мекку. И мы сказали, что Саид ибн Мусайиб это человек номер 1 из табиинов, самый знающий, который прекрасно знал все решения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакра и Умар, радиаллаху анху, и остальные случаи. Саид ибн Мусайиб. Мы его должны обязательно знать. Масаля фикхия. Когда Ахмад ибн Ханбаль спрашивает, портит ли тахарат, если выйдет кровь из носа? То есть выход крови портит ли? Ахмад ибн Ханбаль сказал, что портит. То есть как ханафиты, да? Ханафитский масхаб. А те то, что портит. И тогда ему Ахмад ибн Ханбаль спрашивает, а можно ли читать намаз? Кто считает, что выход крови не портит тахарат? И Ахмад ибн Ханбаль сказал, субханаллах, то есть можно ли читать намаз за имамом, который считает, что выход крови не портит тахарат? То есть ты считаешь, что у тебя портится тахарат от выхода крови, а имам, у которого там кровь течет, он продолжает намаз и намаз не прерывает и спокойно читает намаз. Можно ли читать за таким имамом? И Ахмад ибн Ханбаль сказал, субханаллах, как же я не могу читать намаз за Саид ибн Мусайиб? Хотя, конечно, он его не видел. Ахмад ибн Ханбаль когда родился? 163-м? А Саид ибн Мусайиб? 94-м. Поэтому между ними разница 70 лет. Да? Как я не могу читать намаз за Саид ибн Мусайиб? Что он хотел сказать? То есть, если такие ученые считают, или других масхабов считают, что выход крови не портит тахарат, для них намаз будет правильный, тогда и для нас их намаз, то, что они считают правильным, для нас тоже намаз будет правильный. Понятно, да? Вот здесь мы уже начинаем разговаривать на каком языке? На научном языке. Не то, что у меня друг, у меня там хазрат, у меня авторитет там в Мекке учится уже 50 лет, уже там друг есть, да? Не так, что какой-то друг где-то что-то. А вот здесь уже вот такой разговор, когда мусульмане друг с другом вот так разговаривают. Это уже приятно, это уже понятно. Все, вопросов нет. Поэтому у кого... И так должно быть, да. И так должно быть, что Ахмад ибн Ханбаль сказал, что как я не могу читать. И ты уже, когда вот эту историю читаешь, ты уже прекрасно знаешь, что такое Ахмад ибн Ханбаль, и ты прекрасно знаешь, на кого он ссылается. Саид ибн Мусайиб, мы уже его знаем.
Мы его, Саид ибн Мусайиб, мы на прошлом уроке его разобрали. Саид ибн Мусайиб. Давайте мы хотя бы еще одного человека возьмем и на этом еще сегодня. Все. Второй человек по значимости или по знаниям после сахабов в Медине, в школе Мадраса аль-Хадис, идет Урва ибн Зубайр. Урва ибн Зубайр. Это ученик Абдулла ибн Умара? Не только его, вообще он ученик Аиши считается. Просто из этого он ахль-хадис. Он из школы хадиса. Урва, мы тоже его должны знать. Ибн Зубайр. Урва ибн Зубайр. Я был у него дома. В Медине. В Медине у него есть дом. Двухэтажный, большой, огромный. Правда, неухоженный, его не смотрят. Но это дом и сеткой огорожен, но зайти можно. Там живет кто-то? Там никто не живет, это не жилой дом. Я на этом группе отправлю, найду, если что, видео. У меня на старом телефоне где-то было. Его дом отправлю. Урва ибн Зубайр. Он сохранился, если Да, есть некоторые дома, которые сохранились. Родился в 23-м году по хиджре. 23-й год какой это год? год смерти. Год смерти кого? Не. Год смерти Пророка 10-й год хиджры. Урва ибн Зубайр это год смерти Омар ибн Хаттаб. Омар ибн Хаттаб. Вот так нам легко будет запоминать даты. Мы эти даты все равно стараться надо запоминать. Если даже мы их забудем, все равно быстро восстановится принадобность. Омар ибн Хаттаб. Урва ибн Зубайр. Значит, его отец кто был? Зубайр. Зубайр. Его мать Асма. Асма дочь кого? Абу Бакр радийаллаху анху. Получается, он внук по стороне матери. Значит, Аиша кто ему? Аиша радийаллаху анха это тетя со стороны матери. Аиша. Хотя Аиша и Асма не родные сестры, они сходные. У Абу Бакра было 4 жены. И от первой жены Абдулла и Асма Катиля, первая жена Катиля, она при джахилии не приняла ислам, и Абу Бакр радийаллаху анху с ней развелся. Или развод, или фурка. Из-за того, что она не принимает ислам, произошло между ними что? Расторжение брачного контракта получается. Катиля. И от Катили у Абу Бакра радийаллаху анху было 2 ребенка. Асма, старшая, она родилась в 23-м году до хиджры. В 23-м году до хиджры. И Абдуллах. Абдуллах, откуда мы его знаем? Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с Абу Бакром прятались в Саур, сын Абдуллаха со стадом баранов, чтобы заметать следы. Бараны, знаете, да, даже змеи, где бараны есть, там змеи не заводятся. Потому что они топчут все подряд, и змеи боятся этого. Бараны они не разбирают, они всех топчут все подряд. Абдулла со своим стадом баранов шел, нес им кушать, или же поднимался там козами, и они пили молоко, и также и возвращался. Поэтому никаких следов от себя не оставлял. Это его сын был кто? Абдулла. Вот откуда мы его знаем, Абдулла. Вторая жена Абу Бакра это Умму Руман. Это мать Аиши, радийаллаху анха, и Абдурахман. Это они были. Третья жена
Умейс. Бинт Умейс. Бинт Умейс. Это жена Джафар ибн Аби Талиб. Когда Джафар ибн Аби Талиб умер, когда Халид бин Валид с 3000-ным войском сражался против 200 тысяч римских солдат. Это битва при Му'те называется. Некоторые говорят 120 тысяч было, некоторые говорят 200 тысяч было. Но в любом случае 3000 сахабов задерживали 3 дня. Это известная история, это не какая-то сказка. 10 раз больше. Да, они в узкой местности, постоянно меняя Халид ибн Валид, меняя вот этих сахабов, и каждый день были другие лица, и римляне всегда думали, что им каждый день приходит подкрепление. Это тактика Халид ибн Валида была. И в этой битве умирает Джафар ибн Аби Талиб, который в основном находился в Эфиопии, на 10 лет старше, чем Али ибн Аби Талиб, Джафар ибн Аби, его старший брат. У них еще один старший брат есть, Асим, который самый последний принимает ислам, Асим. Но Джафар ибн Аби Талиб, его, когда он умер, Абу Бакр, ради Аллаху анху, взял в жены его жену Бинт Умейс, и от него она родила Мухаммад, сына Мухаммада. И четвертая жена Хабиба, от него родилась дочь Умму Кульсум, но родилась уже она после смерти Абу Бакра. То есть Абу Бакр, она была беременная, когда он умер. 4 жены. 6 детей получается. А? 6 детей получается. 4 жены и 6 детей. Асма и Абдулла это родные. Аиша и Абдурахман вот здесь родные. Да? Но Асма и Аиша, они сводные по Абу Бакру. Поэтому Урва ибн Зубайр говорят, что после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, никто столько не заходил, как этот Урва. То есть он постоянно находился у своей тети и брал у нее знания. Из-за чего стал что? Человеком номер 2 в мадресе Аль-Хадис. Очень много знаний брал у Аиши. И практически многие знания он передал от Аиши именно Урва ибн Зубайр, ее племянник. Эту сторону мы с вами что? Закончили. Аль-Зубайр ибн Аввам ибн Хувайлид. Аль-Зубайр ибн Аввам, вы эту сахабу тоже знаете, да? Один из 10 сахабов, обрадованных раем при жизни. Аль-Зубайр ибн Аввам. Слышали, да? Такой Аль-Зубайр. Он был также в Эфиопии и рядом постоянно находился с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И один из обрадованных из 10 обрадованных раем Аль-Зубайр ибн Аввам. И он умирает где? В битве Мауқат-уль-Джамаль. Аль-Зубайр ибн Аввам был женат на София бинт Абдуль-Мутталиб. София. Получается, Зубайр. А София это что? Сестра, родная сестра Абдуллы, отца пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Абдуль-Мутталиб. То есть София это бинт Абдуль-Мутталиб. Поэтому Аль-Набию, саллаллаху алейхи вассалям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Зубайр это двоюродные братья, что? По отцу, а Зубайр, у него мать София, дочь Абдуль-Мутталиба. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Зубайр. Получается, Урва, он кто? Как племянник Аиши, также племянник, двоюродный племянник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но на этом еще не останавливается. Аввам бинт Хувайлид. Хувайлид, знакомое имя? Хувайлид, Хадиджа ибн Хувайлид.
Хадиджа это родная сестра отца Зубайра, Аввама. Поэтому он же и племянник Хадиджи, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А Зубайр, если уйти по матери, двоюродный с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, по отцу он племянник Хадиджи, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А Зубайр, у него был еще, иншаллах, нам нужен будет Абдулла ибн Зубайр, один из самых тоже известных личностей в исламе, что он даже на 9 лет построил свой халифат в Мекке во времена миров. Абдулла ибн Зубайр. Стал известным, когда молодой, первый мухаджир, который только что когда Асма, у нее же мать Асма была беременна, как только переехали в Медину, первый мухаджир, который родился в Медине, это был Абдулла ибн Зубайр. То есть только первые дни или первые месяцы хиджры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, родился Абдулла ибн Зубайр, первый мухаджир. И при битве в Африке против берберы, а берберы сами знаете, один взгляд уже все можно уже. Сахабы очень испугались под покровительством тоже. Сахабы, берберы, когда их было 120 тысяч, а сахабов, под покровительством сахабов и табиинов мусульман было только 27 тысяч. И когда вот эти 120 тысяч полностью их окружили, Абдулла ибн Зубайр пробрался, сделал дорогу прямо к ихнему предводителю и убил ихнего предводителя. Скосил, короче, эту дорогу, убил предводителя, остальные все расстрелялись, и тогда мусульмане победили. Берберов в Африке. Бербер это варвары, против варваров. А? Он сын Урва ибн Зубайра? Нет, это его родной брат. Урва ибн Зубайр и Абдулла ибн Зубайр, это они два брата. Один из них полководец, а другой из них ученый. Поэтому как-то сидели в детстве несколько сахабов. Абдулла ибн Зубайр, он сахаба. Урва ибн Зубайр, он уже табей. Он же в 23-м году, когда уже только во времена Умара ибн Хаттаб. А Абдулла первый мухаджир, ему 10 лет было, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, значит, умер, да? Он сахаба. Его убил Хаджадж Сакафи, Хаджадж его убил, Абдулла ибн Зубайр. Хаджадж его убил. Урва ибн Зубайр одним из самых лучших сахабов, знающих фукахау саба, и который сохранил множество хадисов от Аиши, радийаллаху анха. И имам Зухри вы уже знаете, да? Имам Зухри, это кто? Правильная цепочка. Правильная цепочка. И также первый, кто начал собирать хадисы, аввалю ман давваля хадис, кто начал собирать хадисы, это имам Зухри, который Абдул-Азиз сказал, что у нас есть Зухри, который перещелкает твои все придуманные хадисы, как мы щелкаем орехи. Да? Имам Зухри сказал, что после Саида ибн Мусайиб в Медине я находил самым знающим, это был Урва ибн Зубайр. Урва ибн Зубайр. Итак, Урва ибн Зубайр отстранялся от всех фитн, от всех разногласий и занимался в основном только фикхом, обучением. И вот эти фитны, которые были, постигли его брата, в других моментах, он остерегался и не. Умер в 94 году по хиджре, так же, как кто? Саид ибн Мусайиб. Санатуль фукаха. Год факихов. Урва ибн Зубайр. Ну, вот это пока, иншаллах, нам сегодня достаточно, да, с 23 по 94. А Саид ибн Мусайиб получается с 15 по 94. Очень многие, честно говоря, А? очень многие в 94-м, получается, умерли. Да, 94.
Анас ибн Малик умер в каком году? В 93-м. Анас ибн Малик. Мы с вами. Кто такой Анас ибн Малик? А? Слуга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о котором мы говорили, что... 103 года, которые... Сколько? А? 100 с чем-то лет, которые... Который родился в 10 году до хиджры плюс. Значит, ему было 103 года по хиджре. Он такой же, как кто? Абдуллах ибн Омар. Тоже родился в 10 году, да? До хиджры. Они одного года. Разница мы сказали, что, забыли, да? Что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдуллах ибн Омару не разрешал участвовать в военных походах. И первый военный поход был когда? Для Абдуллаха ибн Омара начинался в Хандаке в 5 году. Когда ему было, значит, 10 плюс 5 равно 15 лет. А Анас ибн Малик, то же самое, 10 лет, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его брал всегда с собой. Он уже, значит, Бадр был в 1 году по хиджре, или 2 год до начала, через год. В 11 лет уже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал его везде. И на войны, и на это. И Анас ибн Малик, слуга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его слуга был кто? Ибн Сирин, его сын. А его сын Мухаммад ибн Сирин, толкователь ибн Сирина. Все слышали? Все слышали. Вот этот Мухаммад ибн Сирин, когда находился в тюрьме, по какой причине он находился в тюрьме? Из-за того, что он попал на крупную партию оливкового масла. И эту крупную партию оливкового масла испортили мыши. Туда упали, и очень большая партия оливкового масла стала наджис. И это было, когда он купил у продавца, они были уже, там мыши были. И его друг сказал, давай мы вернем, говорит, это обратно продавцу, он нам обманным путем закрытые оливковое масло, целые вот эти большие. Если мы, говорит, мы вернем мы ему это масло, он, говорит, вытащит мышей, и кто будет выливать оливковое масло? Он, говорит, продаст этот наджис, это не грязное масло, то есть, в которое попали мыши, никто же не заметит там. Он, говорит, продаст людям, и сколько мусульман съедят, будут кушать, говорит, харамное масло, наджисное, грязное масло. И он не стал возвращать этот товар продавцу и взял на себя этот долг, поэтому несколько лет из-за этого долга находился в тюрьме. И Мухаммад, когда умирал Анас ибн Малик, он попросил, чтобы Мухаммад Сирин вышел из тюрьмы и на него прочитал джаназа намаз. И халиф сам попросил Мухаммада Сирина, чтобы он вышел и на слугу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал намаз. Он выходит из тюрьмы, не видится со своими, сколько лет не виделся с женой и с детьми. И меня, говорят, вытащили только джаназа намаз почитать. Он читает джаназа намаз и обратно уходит в тюрьму, не повидав, даже не воспользовался этим моментом увидеться же с семьей. Меня, говорят, только для намаза вытащили, все, я обратно зашел. Но через некоторое время он вышел. И в тюрьме очень много, он как раз написал очень много мудростей. И все сны, которые были у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у Юсуфа, алейхиссалям, он все эти сны растолковал и дал секреты, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, там свет видел, почему мама пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, свет видела, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во сне увидел, почему Юсуф, алейхиссалям, волков видел, почему Юсуф, алейхиссалям, там сажда видел, почему звезды видел. И все, вот эти все смыслы, все мудрости он раскрыл именно по снам. Из хадисов и ислама. Мухаммад Мусей. Вот Анас ибн Малик, слуга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, родился в таком же году, как и Абдуллах ибн Омар. Но Абдуллах ибн Омар умер в 73-м, на 20 лет раньше, чем Анас ибн Малик. Поэтому мы с вами из школы хадиса должны уже знать два человека. Саид ибн Мусаиб, которого дед был Хазан, печально во время пророка. Мусаиб участвовал в Баяту Ридван.
Саид сам был из табиинов. И Урват ибн Зубайр. Урват ибн Зубайр, у него брат Абдулла ибн Зубайр. А их отец Зубайр ибн Ауам, это муж Асма, Кияр Абу Бакра, получается, зять Абу Бакра Зубайр. А Зубайр ибн Ауам является двоюродным. Ауам это родная сестра, Ауам, София, мать София, родная сестра отца пророка саллаллаху Абдуллы, то есть дочь Абдуль-Мутталиба, София. То есть Зубайр такой же внук Абдуль-Мутталиба, как и пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Просто Абдуль-Мутталиба сын сына, а здесь у Абдуль-Мутталиба дочь, внук Абдуль-Мутталиба. Это раз. Ауам это родной брат Хадиджи, радийаллаху анха. И Аз-Зубайр один из обрадованных раем, из 10 обрадованных сахабов раем, Зубайр ибн Ауам, который тоже из Хабаши ездил и везде ездил в числе первых принявших ислам, Аз-Зубайр. И его сыновья, вот Орва и Абдулла, они тоже, хотя у него много было сыновей, но самый значимый для нас это Абдулла, который в основном политическую роль играл в жизни мусульман, а Урва это он передал нам здание. И после Саида ибн Мусаиб считается в Медине или в школе хадиса, в мединской школе, Урват ибн Зубайр, это человек второй, номер 2, одним из ученых Фукаха Саба, из 7 ученых. Осталось там всего лишь еще только 5. А София это сестра? Сестра Абдуллы, отца пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И Абу Талиб. Дочь Абдуль-Мутталиба. И Абу Талиба, да. Абу Талиб. Все, ничего не запутались, нормально все?